Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема нашего урока будет о том, как нам выкроить низ платья, сколько нам нужно углубиться, пройма. Все об этом, конечно же, попросили мои подписчики, поэтому решила на это ответить. Смотрите, берете обхват бедер, полный обхват бедер или обхват груди. Смотрите, если у вас шире больше обхват груди, то берете обхват груди. Если у вас больше обхват бедер, берете обхват бедер. Прибавляете на обхват бедер 20 сантиметров. Это на сборочку, это на свободу облегания. И после того, как вы добавите определенный сантиметр 20, его вы делите на 4. Смотрите, в нашем случае обхват бедер 108 сантиметров. Мы прибавили 20 сантиметров. Итого получаем 128. 128 мы делим на 2, на спинку и полочку. Итого, смотрите, 12, 4, 8, 8, 0. Итого получаем 64. 64 сантиметра это у нас на полуобхват переда и спинки. И теперь мы это делим на 2, так как у нас здесь линия сгиба. Делим на 2. И получаем у нас 32 сантиметра. 32 сантиметра плюс 1 сантиметр на вот здесь припуск шва. Итого получаем 33 сантиметра. То есть мы с линии сгиба должны отмерить общие 33 сантиметра и выкроить. То есть у нас это со сгибом. Итого в общем у нас получается 66 сантиметров должно получиться, потому что 2 сантиметра у нас здесь сантиметр на одной стороне и сантиметр на другой. Это на припуске шва. Итак, мы взяли наше полотно с линии сгиба. Потом подставляем нашу готовую выкройку кокетки. То есть она у вас уже сшита. Кокетка создана, сшита. И вот так вот подставляете. Вот здесь 1 сантиметр должно остаться на припуск. Вот ровно где у нас сгиб, подставите сгиб. Оставляете. Теперь нам нужно оформить пройму. Пройма, как всегда, я делаю обычно индивидуально. На всех размерах, сколько я шью, я делаю 10 сантиметров. Отпускаю с 10 сантиметров, ставлю точку. А здесь 7 сантиметров. На 7. И вот это вот 7 на 10 я должна вот так вот красиво оформить. Это у нас пройма. Теперь здесь у нас остается тоже 7 сантиметров. Это в нашем случае, потому что обхват, да, вот у каждого индивидуальный размер. И теперь, смотрите, если мы будем ровно по этой черточке, да, вот вырисовывать, здесь у нас это остается. Как мы должны сделать? Мы должны вот это плавно, вот это вот плавно. Ай, блин, я левша, мне по правой неудобно. Извиняюсь поэтому. Вот так вот вывести на эту линию. То есть, видно, надеюсь. Смотрите, вот от линии сгиба. Плавно вырисовываю до кокетки. И также плавно вот так вот ухожу к ней. Это все уйдет на присборку. Это по передней части. Вот у меня имеется и задняя часть.
Это убираю. Вот задняя часть кокетки. Вот такая вот. То же самое. Теперь вот так вот подставляете. Тоже 1 сантиметр, как я говорила. И теперь по новой линии. То есть вот так вот. Вот это доводите до прямого. И все. Больше здесь ничего не надо, так как у нас кокетка не очень такая вот перегибистая. Она подходит на все. Вот видите? Вот это я показала на один вид кокетки. Это куш. У меня есть выкройка такой на канале. Ссылочку оставлю внизу. А теперь я вам хочу подставить, то есть другую кокеточку, чтобы вам было легче и понятно, как на разных видах кокетки можно все это регулировать. Вот у меня есть вот такая вот кокеточка. Тоже так же вот так вот подставляете 1 сантиметр к линии сгиба. И вот сколько у вас остается, да, вот так. Вы также просто доводите до этого. И все. Просто доводите, а это уходит на присборку. Здесь ничего трудного нету. Спинка тоже так же. Вот у меня и спиночка есть на этот размер. Следующая выкройка. Это у нас кокетка. Смотрите, воротничок. Английский тип. Для платьев. Смотрите. Это здесь у нас линия сгиба. Мы вот так вот подставляем. Также оставляя 1 сантиметр. Сгиб к сгибу. И вот так вот плавно переводим. Вот остальное просто доводим до нашей сборочки. И вычерчиваем полностью вот так вот. Спинка тоже такая же, потому что это на 1 размер у меня был выкроен. Как делать спинку, я уже вам показывала. Тоже вот так подставляете и доводите до сантиметров. Смотрите, у меня спрашивают, как нам взять полностью длину мешковины, сколько нужно брать, чтобы получить определенный размер. Смотрите, вы берете полностью длину. Сначала, когда вы меряете, да, от основания шеи до низа платья. Потом вы должны отнять вот эту вот часть сантиметров и к этому прибавить 4 сантиметра. 4 сантиметра это на подгиб. И в итоге вы получите идеальное платье. Когда вы берете полотно, вы определитесь именно подставив заднюю нашу кокеточку. Так будет вам намного проще. Надеюсь, смогла ответить на ваши вопросы и коротко объяснить суть выкройки таджикских платьев, пройма и углубления. Спасибо за просмотр. Следите дальше за нашими новинками. Пока-пока. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал.